Мне всегда было интересно, как делаются телевизионные новости. Особенно те, которые показывали на государственных белорусских телеканалах. Порой днями напролет я просиживал около телевизора, убеждаясь в том, насколько бессмысленно напрягаться в своей реальной жизни. Главные итоги основных событий недели в программе «В центре внимания». С вами Юрий Гроеров. Здравствуйте. И новости большого спорта. Известный белорусский фристайлист Дмитрий Дощинский стал главным героем. Ведь по телеку нам показывают другую, нормальную реальность, в которой всегда есть место трудовому подвигу, успехам наших спортсменов и шансу выиграть кучу денег. Вот это я понимаю жизнь. Иногда у меня даже возникала мысль стать режиссером телепередач. Но это были так, только мечты. Поют не конъюнктурно песню о родной земле, а поют искренне, даже как это делаем мы. Ведь казалось, что это так сложно, оперативно и правдиво освещать жизнь нашей страны. Нынешние выборы уполноваженных проходят во всех без выключения районах. Все началось с того дня, когда моего старика выдвинули делегатом Третьего Всебелорусского народного собрания. Делегатов Гомельщины представлять регион на Третьем Всебелорусском народном сходе. Виталий Краснобаев, Александр Александронец, АТН, Гомельская область. Он плохому не научит. Батька всех построить сможет. Батька всех других. Мама очень переживала за папу, а папа переживал за Беларусь. И спокоен, только глянет, сразу видно. Кто у нас? Хозяин в доме. Хозяин. На этом самом собрании он, видимо, очень хорошо зарекомендовал себя и свой трудовой коллектив. Ему даже сам президент Республики Беларусь пожал руку. Сам президент руку пожал. Слушай батьку. Аккуратно. Осторожно, Михалыч. Осторожно. Гандализа. Давай, осторожно. Давай, вот так. Осторожно, Михалыч. Вот так. Так. Оранжевые тазики не предлагать. О! Ну мы пошли. До свидания. Надо грозные усищи. И надо сиплый баритон. Сначала я думал, что будет все как обычно. Пару дней запоя и все. Но старик как-то все не мог вернуться в нормальное состояние. Я придумал, я выдумал. Видимо, это рукопожатие произвело на психику старика неизгладимое впечатление. А сам он стал при этом производить неизгладимое впечатление на маму. Я не могу жить с этим чудовищем! Время шло. У моего старика на этой почве начало прогрессировать какое-то психическое расстройство. Доктор сказал, что он вообще-то жить будет, но прописал ему полный покой. Стресс старику был строго противопоказан. Лена Трен, ничего страшного, но стресс категорически противопоказан. Тем временем в стране наступали переломные времена. Грянули выборы. Сначала я думал, что все будет как всегда, и народ единодушно поддержит своего президента. Однако в реальности оказалось, что не все так просто, как говорили каждый день по телеку в панораме. Победа будет за нами! Германия с нами! Народ, который вроде должен был проголосовать за батьку, вдруг потребовал пересчета результатов выборов. В итоге людям удалось добиться своего. В
Вся страна, затаив дыхание, следила за результатами повторного народного волеизъявления. Голосов з пераканаўчай перавагай у 83% перамог Александра. Честно говоря, таких результатов я не ожидал. Я думаю, что и не ждал их мой бедный старик. В стране начинались колоссальные перемены. Старые кумиры отправлялись на свалку истории. К нам пришел весь букет прелестей демократии и свободного рынка. На беларускай фондавай біржы завершыліся таргі па акцыях Менскага трактарнага заводу. Новым уладальнікам кантрольнага пакету сталася карпорацыя «Катерпиллер», якая тыдзень таму ўжо набыла прадпрыемствы МАЗ, БелАЗ. Кто-то кинулся наживать себе капитал, кто-то вынужден был продолжать отстаивать свои права. В Менску зноў адбыліся сутычкі паміж рабочымі Менскага трактарнага заводу, што ўжо каторы тыдзень патрабуюць абяцанага прэзідэнтам скасавання кантрактнай сістэмы і сіламі правапарадку. У выніку пацярпела каля 8 супрацоўнікаў менскай паліцыі. Мама тоже поддалась соблазнам нового времени и свалила к богатому хахалю в Европу. Мы с папой остались одни. Я напишу. Со стариком все было по-прежнему. Но вдруг в один из дней Столица Республики Беларусь. Сынок, пивка принеси, крыничку, единичку. теперь мне нужно думать о том, чтобы уберечь его от волнений, а то я рискую остаться полным сиротой. Где же мне было взять ту самую крыницу, если пивзавод «Крыница» давно перекупила какая-то зарубежная корпорация? Слава богу, что без мамы я себя уборкой не утруждал. Ну, с каким результатом вы победили? 83%. Маловато. Не доработала вертикаль. Принес бы телевизор. Поглядим, что там в стране делать. Телек? Что будет, когда вместо своего любимого президента старик увидит по ящику это? Пачынаем ранішнюю разрадку на новы працоўны дзень. А цяпер для разминки я вам покажу. Мне чудом удалось раздобыть архивы новостей, которые когда-то крутили по ящику белорусское телевидение. Благо, это барахло не представляло никакой исторической ценности. А мамка где? Ушла. Эх, сука. Так я стал создавать для старика его привычный мир, все дальше удаляющийся от реалий. Нужно повысить показатели валового дохода. К посевной кампании. Упор на обновление машино-тракторного парка. Як у нас на фабрике. Урожаю 2000 років зробити все і зробити хороший урожай. Жизнь агрогородков. Ничего в стране не изменилось. Стабильность. На примере Витебского района. Все вроде шло гладко. Я даже приглашал его старых друзей, чтобы ему было с кем поговорить о своем дорогом президенте. Товарищи!
Товарищ президент, настанет тот момент, когда вам до конца поверят люди. И упели не... Однако новая жизнь неумолимо вторгалась в миниатюрный космос старика. На горизонте замаячил очередной психический криз. Ай, за Беларусь. А это... А что это? Нет, сядь. Ляг, ляг, ляг. Приподнимись, приподнимись. Давай. И не знаю, что бы я делал, если бы Пашины товарищи вовремя не сориентировались. Так как было, так и лежал, так и лежал. Грюнвальдская битва, юбилей. Президент сказал, что надо это... Совместно с губернатором Смоленской области. Да, флаг победы. Флаг победы над натовскими крестоносцами. Такую битву не знаю. В новостях, знаю в только новостях все будет. Куликовскую и Бородинскую. Куликовская, Бородинская и Грунвальская. Это ж когда союзная белорусско-российская... Такую битву не Нет, знаю. совместно с губернатором Смоленской области. Расшили, да. Решили, на прошлой неделе вышел декрет. Декрет номер 2. Номер 2, декрет президента о праздновании Дня единения белорусско-российских народов в борьбе с натовскими захватчиками в 15 веке. Вот тут идет захватчики. Особенно эта черножопая Хандавиза. Уже побили их? Ой, разбили, вот смоляне как подошли, как дали, и натовцам и пух Давайте за пошел. победу. Да, за победу. За победу! За победу! За победу, Михалыч! За победу, родной! Разбили? Разбили! Михалыч за Беларусь. Старая закалка политработников, привыкших задвигать народу разные байки, временно спасла ситуацию. Все, Михалыч, пока. До свидания. Нам надо селекторное совещание. Сейчас вот по телевизоре будут, да, у нас же наш коллектив снимают как шефный помощь агрогородку номер 15. Да. Поэтому нам надо... Вот. А мне Ну, на КВН. хорошо смотришься, держись, Михалыч, держись. Держись. Вот, Хоть я не президент, но жму тебе руку. мужик. Держись. Выздоравливай. Да, Выздоравливай, чтоб как огурчик был к следующему собранию. да, Давай. да, вот, подходи, включайся в общественную жизнь, понимаешь? Спасибо. Ну, может, останетесь еще? Треба лететь, сопроводным. Заходите еще. Папашины кореша быстро сориентировались в новых порядках. А куда вы? Ніж на посідження треба ще когось. Я ж зараз у товаристві білоруської мови треба ж цех рихтувати до білорусизації. Понимаю. Бо ніяк. Мне же стало предельно ясно то, что старыми новостями мне уже никак не обойтись. Очередной шаг в развитии интеграционных процессов союзного государства. Сегодня президент Республики Беларусь подписал декрет о праздновании годовщины Грюнвальдской битвы, когда объединенные белорусско-российские союзные силы одержали элегантную и убедительную победу над натовскими крестоносцами. Своим специальным указом президент придал историческому бело-красно-белому флагу статус Знамени Победы, а также поручил руководителям вертикали на местах незамедлительно приступить к подготовке юбилейных торжеств. Чтобы не было волокиты бюрократизма, у нас год и предстоящая пятилетка как раз объявлена борьба этому страшному злу. Поэтому вот лицом к лицу с теми, кто непосредственно будет этим заниматься. Я уже еще раз подчеркиваю, что не поручаю через правительство, через администрацию, чтобы проработка шла,
а напрямую с руководителями, которые должны будут реализовывать эти проекты. Мое дело только установить потом сроки и проконтролировать, чтобы это было сделано. Данная инициатива главы белорусского государства была поддержана также губернатором Смоленской области. И на этом у меня все. Краткие итоги дня мы подведем после 23 часов. Так, в общем-то, я сам стал мастерячить новости, о чем когда-то пламенно мечтал. Я клепал их из всего, что попадалось под руку. Добавлял старорежимные идеологические верные комментарии и потиху понял, как это, оказывается, было просто лепить из всякого мусора передачки типа панорамы, контуров или в центре внимания. Со временем я в этом ремесле довольно сильно преуспел, а старик был очень рад успехам президента, и его здоровье быстро улучшалось. Президент посетил открытие комплекса казино, построенное в рамках развития здания Национальной библиотеки совместно с игорным картелем «Лас-Вегас». Это одна из порядочных компаний в мире, которая прозрачно, честно работает на мировом рынке. И нас это устраивает. Это главное. Президент подчеркнул также, что развитие игорного бизнеса является стратегической задачей для белорусской культуры на грядущую пятилетку. Традиционный праздник Дожинки, который в этом году празднуется в Бобруйске, собрал тысячи тружеников села. С нескрываемой радостью сельчане отмечают завершение нелегкого уборочного сезона, который ознаменовался наилучшими результатами за последнюю пятилетку. Вот идет колонна передовиков Стародорожского района, который показал в этом году наибольшие результаты по уборке картофеля и рапсовых культур. Праздник закончился традиционными народными гуляниями. Перед сельчанами выступили также самодеятельные танцевальные коллективы агрогородка номер 15. Минский боец пока лидирует в счете. Трибуны столичного дворца спорта напряжены до предела. Кто же станет обладателем Кубка президента по боям без правил? Все присутствующие, конечно же, болеют за Александра Бусла. Давай. Ну, пошел. Вот Александр готовится нанести решающий удар бойцу из Витебска. Удар! Ах, какая неудача! Виталий свой коронный ногой в живот и сбивает Александра с ног. Ай-яй-яй! Вы видите, как витеблянин грубо нарушает правила. Победил! Посмотрите, что творится на трибунах. Интрига, до последнего момента державшая в напряжении участников славянского базара, в конце концов разрешилась. Однако признанным победителем стала группа «Агродес» со своей оригинальной аранжировкой песни «Шампанскую», которым жюри единодушно отдало свои симпатии. Именно они будут представлять страну на грядущем конкурсе Евровидения, который в этом году будет проходить в Минске. Однако то, что должно было неизбежно произойти, в один прекрасный момент случилось. Давай работай, ну. Вспоминай. Жди меня, ты малая, жди меня, ведь это ж по твоей вине. Да что это? Что там в стране делается? Этому надо положить конец. Однозначно. Мать его, ёб. Знаешь, с теми, кто сильно любопытный, вообще там просто расправляются. Кого в подворотне замочат. Сигаретку.
Прав был замдиректор по идеологии. Гори, гори, моя звезда. О, вот нормально все? Какие как старый? Еще спадет. Пошло. Как старый? Еще спадет. Пошло. Поближе. Я открою. Психика папы не выдержала такого потрясения. Он увидел жизнь такой, какая она есть. Коля, он тебе черт. А что, телек не глядит? Я ему руку жал, а он по небу летит. Теперь, правда, если папа все же когда-нибудь очухается, мне не придется больше дурить ему голову. А жаль. Признаюсь, что объективности в моих новостях у меня было ничуть не меньше, чем у белорусского телевидения эпохи лукашизма. Апошнія навіны. Сёння былы беларускі прэзідэнт пачаў даваць першыя паказанні. Вы знаете меня на выворот. А я ему руку жал. Ё-моё. Он плохому не научит. Батька всех построить может. Батька всех других покруче. Разведет легко обиды. Он